прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Матлюба Раджабова. Здравствуйте. 2 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочим визитом прибыл в город Доха, государство Катар. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Дохе встретился с рядом высокопоставленных лиц государства Катар. 2 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочим визитом прибыл в город Доха, государство Катар. В международном аэропорту Дохи президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с почестями и искренностью встретили государственный министр иностранных дел государства Катар Султан Аль-Мурайхи и другие высокопоставленные представители. «2 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Дохе встретился с государственным министром международного сотрудничества государства Катар, заместителем председателя Катарского фонда развития госпожой Лулу Аль-Хатер. На встрече были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества Таджикистана с этим авторитетным учреждением. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал государство Катар одним из важных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана и выразил уверенность, что сотрудничество между нашей страной и Катарским фондом развития будет значительно расширено. Стороны обменялись мнениями об инвестициях Катара в энергетику, промышленность, сельское хозяйство и другие приоритетные отрасли экономики Таджикистана. Темами обсуждения также были привлечение катарских инвестиций в проекты по добыче и переработке полезных ископаемых, создание предприятий по производству и экспорту экологически чистой сельскохозяйственной продукции и чистой питьевой воды в Катар. Приветствовалось участие катарских инвесторов в реализации проектов по укреплению и расширению инфраструктуры туризма и фармацевтической промышленности в Таджикистане. Было подчеркнуто, что будет целесообразным создание совместного экономического и инвестиционного фонда с целью финансирования приоритетных проектов Таджикистана. Стороны также обсудили пути развития сотрудничества по другим направлениям перспективного взаимодействия. Мы рады, что его превосходительство президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в нашу страну, государство Катар. Двусторонние отношения между государством Катар и Республикой Таджикистан находятся на высоком уровне. Мы обсудили множество вопросов сотрудничества, в частности, в сферах инвестиций, экономики, развития культурных связей. Мы намерены уделять серьезное внимание развитию сотрудничества в этих направлениях и других сферах, представляющих взаимный интерес для обеих стран. 2 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Доха, государство Катар, встретился с учредителем Международного исламского банка Катара шейхом Али ибн Абдулло Аль-Тани. На встрече были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы развития сотрудничества Таджикистана с этим авторитетным финансовым институтом. Большое внимание было уделено привлечению катарских инвестиций в экономику Таджикистана, в том числе для реализации инвестиционных проектов в эффективные для обеих сторон отрасли. Шейх Али ибн Абдулло Аль-Тани, который несколько раз посещал Таджикистан и испытывает к нашей стране огромную симпатию, выразил свою готовность инвестировать в перспективные отрасли. В том числе были названы привлекательными и эффективными налаживание сотрудничества в сферах торговли, туризма и охраны окружающей среды. Мы с его превосходительством, президентом Республики Таджикистан, провели содержательную беседу. Мы обсудили вопросы, связанные с инвестированием в Таджикистан. Инвестиции эффективные и полезные для наших стран. По приглашению его превосходительства, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, мы, группа инвесторов государства Катар, в ближайшее время посетим Таджикистан. Мы обсудим вопросы, проекты и сферы, в частности, в сфере переработки полезных ископаемых. В Таджикистане сосредоточены основные водные ресурсы Центральной Азии. Здесь чистая пресная вода и экологически чистые фрукты. Я посещал Таджикистан весной, и у меня остались приятные воспоминания об этой стране. Я с полной уверенностью могу сказать, что Таджикистан – это рай в Азии.
2 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Доха, государство Катар, встретился с шейхом Холидом ибн Хамадом Аль-Тани. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в приоритетных торгово-экономической и инвестиционной отраслях. Было отмечено, что широкие возможности и ресурсы сотрудничества, существующие между Таджикистаном и Катаром в различных сферах, должны быть использованы во благо народов двух стран. 3 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в городе Доха, государство Катар, принял участие и выступил на 3-м саммите диалога азиатского сотрудничества под названием «Спортивная дипломатия». 3 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Доха, государство Катар, принял участие и выступил на 3-м саммите диалога азиатского сотрудничества под названием «Спортивная дипломатия». Уважаемый Эмомали Рахмон вначале поблагодарил правительство государства Катар за теплый прием и создание благоприятных условий для проведения 3-го саммита диалога азиатского сотрудничества. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал саммит важной платформой для общения и сотрудничества между странами региона и мира. Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан заинтересована в сотрудничестве по всем направлениям, определенных в рамках диалога азиатского сотрудничества, включая вопросы развития спорта, формирования его инфраструктуры, пропаганды здорового образа жизни и правильного воспитания подрастающего поколения. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, с удовлетворением напомнил о предложении Республики Таджикистан относительно определения Всемирного дня футбола, по которому была принята соответствующая резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Президент Республики Таджикистан призвал страны азиатского региона с учетом их древней истории и богатых национальных традиций придавать большое значение возрождению различных видов спорта своих народов, сохранению их будущих поколений и воспитанию молодежи в духе гуманизма, толерантности и дружбы. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал важными для будущих поколений меры правительства Республики Таджикистан по проведению в 2024 году в городе Душанбе 1-го чемпионата мира по борьбе гуштингири и мирового турнира по дзюдо среди молодежи и подростков. Было подчеркнуто, что в этом контексте наша страна рассматривает спортивную дипломатию наряду с другими направлениями сотрудничества как благоприятный инструмент для устойчивого развития, укрепления региональной интеграции и в целом как подходящую почву для реализации видения сотрудничества в Азии на период до 2030 года. Президент Республики Таджикистан обратил внимание стран-участниц диалога сотрудничества на вопросы постоянного проведения международных спортивных мероприятий с привлечением большого числа молодежи региона. При этом было предложено установить постоянные рабочие контакты между спортивными базами стран-участниц диалога с целью активизации процесса обмена передовым опытом и разработки совместных спортивных мероприятий. Глава нашего государства выразил уверенность, что развитие сотрудничества стран в области спорта и более активное вовлечение молодежи в этот процесс наряду с другими мерами борьбы с терроризмом может стать надежным заслоном в этом направлении. Уважаемый Эмомали Рахмон также высказался по вопросам снижения уровня бедности, социально-экономического развития, расширения торгово-финансового рынка в Азии и укрепления экономической конкурентоспособности этого обширного региона планеты на мировом рынке. 3 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в городе Доха в рамках 3-го саммита диалога азиатского сотрудничества под названием «Спортивная дипломатия» встретился с эмиром Катар шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани. 3 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в городе Доха в рамках 3-го саммита диалога азиатского сотрудничества под названием «Спортивная дипломатия» встретился с эмиром государства Катар, шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани. На встрече был обсужден комплекс вопросов сотрудничества Таджикистана и Катара. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение встречами на высшем уровне, которые являются высоким показателем доверия и братства между Таджикистаном и Катаром.
Расширение сотрудничества с государством Катар в сферах экономики, торговли и инвестиций является одним из приоритетов внешней политики Таджикистана, подчеркнул глава государства уважаемый Эмомали Рахмон. Перспективными направлениями связей двух стран были названы сферы энергетики, промышленности, сельского хозяйства, банковского дела, туризма, транспорта и коммуникаций. Обе стороны выразили свою поддержку активизации работы совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Было признано важным привлечение инвестиций Катара, в том числе средств Катарского фонда развития, в различные сектора экономики нашей страны, включая строительство объектов по производству электроэнергии в Таджикистане. Было подчеркнуто, что создание совместных производственных предприятий в различных отраслях, в том числе пищевых, будет служить интересам обеих сторон. Другими темами встречи были подготовка профессиональных специалистов для сфер обслуживания с созданием Центра изучения языков в Таджикистане, развитие сотрудничества в сферах культуры, науки и образования, проведение Дней культуры. Было названо важным расширение межпарламентских связей и активизация парламентской группы дружбы. Обмен мнениями также состоялся по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес. Сегодня, 3 октября, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Доха, государство Катар, встретился с премьер-министром Королевства Таиланд госпожой Пайнтонгтарн Чинаватрой. 3 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Доха, государство Катар, встретился с премьер-министром Королевства Таиланд госпожой Пайнтонгтарн Чинаватрой. На встрече были обсуждены вопросы расширения и укрепления отношений сотрудничества Таджикистана и Таиланда. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, искренне поздравил госпожу Пайнтонгтарн Чинаватру в связи с ее избранием на пост премьер-министра Королевства Таиланд. Важными темами беседы были вопросы расширения сотрудничества двух стран в перспективных отраслях торговли и экономики, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и промышленности. Другими направлениями плодотворного сотрудничества были названы экспорт различных товаров и продукции, сухофруктов, минералов в Таиланд, а также электронного оборудования, машин и техники в Таджикистан. Большое внимание было уделено разработке дорожной карты, организации прямых воздушных авиарейсов, внедрению безвизовой системы для граждан и развитию туристических связей. Другими темами беседы были сотрудничество в сфере образования и проведения Дней культуры. Была названа важная роль межпарламентских связей в укреплении двухсторонних отношений стран. В завершении встречи президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил госпожу Пайнтонгтарн Чинаватру посетить Таджикистан с официальным визитом в любое удобное для нее время. Со 2 по 6 октября текущего года в Душанбе проходит первый в истории таджикского спорта чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. В этом чемпионате принимает участие более 500 спортсменов из 67 стран мира в возрасте до 21 года. Зумрат Файзиева расскажет, как проходит второй день чемпионата. Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров, который проводится в истории таджикского спорта, впервые продолжается сегодня. Во второй день соревнований на татами выходят девушки до 57 килограммов и до 63 килограммов, и юниоры до 73 килограммов. Все присутствующие поражаются прекрасной организацией мероприятия. Благодаря слаженной работе команды IGF и Федерации дзюдо Таджикистана все идет по плану. Воробьев Иван. Хочу отметить, что соревнования организованы на высоком уровне. Очень хороший спортивный зал, красивая арена, болельщики, полный зал, очень хорошо болеют. Толкают спортсменов на результаты. И в целом очень высокий уровень соперников. Со всего мира приехали побороться за золотую медаль. Будет непросто, но с интересом следим за этими соревнованиями. Проблем нет. Привозят, увозят, тренировки, все удобно сделано, молодцы. Eric Bonomo, I'm the French team manager. Мы приехали из Франции.
Мне очень понравилось, как организован чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Я восхищен таджикским гостеприимством. Теперь знаю, что таджикский народ очень радушный и дружелюбный. Сама страна также очень красивая. Из Таджикистана во второй день в соревнованиях принимают участие 5 спортсменов. Мухиддин Асадулоев и Ильхомиддин Джаборов в весе до 73 килограммов. Александра Кан, Рахмия Ханджарбекова в весе до 57 килограммов и Джонона Назарова в весе до 63 килограммов. Я Махмадбеков Фатех, тренер сбора команды Республики Таджикистана. На сегодняшний день первый раз в истории Таджикистана проводим первенство мира 21 года. Это исторически для нас, для нашей молодежи. Мы шли к этому очень долго. Наш президент Федерации дзюдо Таджикистана за содействие, за большой вклад в развитие дзюдо в нашей республике. Последние 1,5 года у нас очень мероприятия мирового уровня проходят, на котором участвует на первенстве мира, на Гранд-сламе, на Гран-при. Минимум 80 стран мира. Вот на сегодняшний день 67 стран мира, на котором около 541 человек участники. И плюс там, не знаю, там 240 представителей. Это для детского развития дзюдо для нас это большой плюс для будущего наших детей. Потому что мотивация очень большая. И девочки у нас появятся, я надеюсь, что в каждом весовой категории. В чемпионате мира по дзюдо среди юниоров, который продлится до 6 октября, принимают участие 531 спортсмен, 290 юношей, 241 девушка из 67 стран мира в возрасте до 21 года. Особо надо отметить активность таджикских болельщиков, которые своей поддержкой дают большой стимул для спортсменов. Когда мы в этот зал заходим, и наши спортсмены, мы тренера, представители, когда мы видим, как наш народ болеет, как наши болельщики нас поддерживают, это дважды дает мотивацию и тренерам, и нашим спортсменам. Наоборот, у них энергия появляется. Когда они выходят на татами, как будто у них дополнительная энергия. Спасибо им большое за такую поддержку. Мы с такой поддержкой, иншаллах, возьмем очень много медалей. Не только на первенстве мира, и на больших стартов. Напомним, что в первый день чемпионата мира по дзюдо среди юниоров таджикский спортсмен Лоик Кутбединов в весе до 60 килограммов завоевал серебряную медаль. Мы завоевали серебряную медаль. В будущем мы постараемся завоевать золотую медаль. Все мои поединки были тяжелыми. Я рад, что достойно выступил на первом чемпионате мира по дзюдо среди юниоров. Сборная команда Таджикистана по дзюдо выступает в качестве принимающей стороны в индивидуальных соревнованиях в составе 24 человек, 17 юношей и 7 девушек. Кроме того, юношеская сборная команда Таджикистана по дзюдо впервые принимает участие в смешанных командных соревнованиях. Победители и призеры будут награждены денежными премиями. За первое место 2500 евро, за второе 1500 евро, третье место 850 евро. Зумрат Файзиева, Мехрузи Джума, Далер Саудиков. Новости. В конце нашего выпуска приятная новость. В чемпионате мира по дзюдо среди юниоров таджикский спортсмен Мухиддин Асадулоев в весе до 73 килограммов завоевал бронзовую медаль. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.